Здравствуйте, дорогие ребята! Давайте сегодня послушаем сказку Сергея Козлова, которая называется «Тепло». Ужили комары. Проснулась лягушка. Маленький паучок побежал по своей скользкой ниточке вверх и, перебирая всеми 8 лапками, забрался на необлетевший лист березы. Ежик увидел медвежонка на поляне. Медвежонок стоял под широким небом, и теплый ветер большой ласковой птицей кружил над ним. «Как будто весна», — сказал медвежонок, — «даже не верится», и потянул носом воздух. «Ага», — сказал, подходя ежик, — «никогда не было, чтобы так поздно было тепло». «Это потому, что ветер прилетел», — сказал медвежонок. Ветер широкими кругами ходил над лесом. Он прилетел из теплых морей, где на рассвете в зеленом сумраке тают легкие острова. Ветер повидал много на своем веку. Видел он скалы, ущелья, ручьи, долины, холмы. А вот теперь залетел в осенний лес к ежику и медвежонку. Теплый осенний ветер кружил над лесом. «Неужели больше никогда не будет зимы?» — спросил медвежонок. «Будет, не бойся», — сказал ежик. «Зима от нас не уйдет». Ветер опустился на поляну, и 200 комариков зеленым облаком закружились над ежиком и медвежонком. Когда дул ветер, комары сидели в траве, а вот теперь поднялись. «Замечательно!» — звенели комары. «Лето вернулось!» «Ква!» — робко сказала лягушка. «Неужели?» А ежику от чего-то стало грустно. «Не по правилам, — думал ежик, — все должно быть в свое время». «Как ты думаешь?» — спросил он у медвежонка. «Я думаю так же, как и ты». «Но ты же не знаешь, о чем я думаю». «Знаю», — сказал медвежонок. «Я всегда знаю». «Ну и о чем?» «Ты думаешь, вот вернулось тепло, и мы снова сможем сумерничать на крыльце». «А вот и нет», — сказал ежик. «Ну, тогда ты думаешь, бедные деревья схватит мороз, и они сломаются пополам». «А вот и нет», — сказал ежик. «Тогда ты думаешь, надо комариков пригласить пить чай». «И нет», — сказал ежик. «Ну неужели в такой теплый день ты опять со своими правилами?» «С правилами», — сказал ежик. «Не по правилам, думаешь, сейчас тепло, а должна быть зима?» «Ага», — сказал ежик. «Ну вот видишь, я все равно знаю, о чем ты думаешь». Солнышко теплое и ласковое скатилось с горы. Гора просияла, как всегда это бывает с ней, когда за нее прячется солнце. «Ну что, позовем комариков чай пить?» — спросил медвежонок. «Зови». «Комары!» — сказал медвежонок. «Вот ежик зовет вас пить чай». «Спасибо!» — радостно зазвенели комары. «А меня?» — квакнула лягушка. «Ну, приходи!» — сказал медвежонок. «Где же ветер?» — думал ежик. Шумел, кружился, и уже нет. Он не стал спрашивать у медвежонка, где ветер. Он сам знал. Ветер летел, устал и теперь отдыхает. И пока шли к дому, ежик глядел на медвежонка в густеющих сумерках, на тучу комаров, которая велась над ними, на лягушку, которая скакала сзади, слушал далекий приглушенный лай собак за рекой и думал, что вот опять тепло, что вот-вот снова поднимется парной туман над рекой, как это бывает только летом и ранней осенью, и как будто бы ничего и не было. И не прожили они только что с медвежонком 2 тяжелых холодных осенних месяца. Над потемневшей горой вдруг вспыхнула яркая оранжевая полоска где-то далеко-далеко заходящего солнца. А после того, как ежик с друзьями попили чай, они устроились в своих кроватках. И вам я желаю, ребята, спокойной ночи.